незабываемые дни гражданской войны. Из Москвы на помощь далекому Закаспийскому фронту шли эшелоны красноармейцев. О чем задумал, Алтай? О родных местах. Там ведь белые сейчас. Эх, выгнать бы их скорее оттуда. Теперь скоро. Приедем на место, начнется наступление наших, и... Смело мы в бой пойдем, за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. Смело. Тише, товарищ. Отставить песню. Комдиву работать мешает. Пойте, пойте, товарищи. Под такую песню только и работать. Смело мы в бой пойдем, за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. Алтын Эрген, сын Батрака, мобилизован в 16-м году. Направлен в тыловые части, затем в дикую дивизию. За особые заслуги произведен из нижних чинов в офицер. О! Товарищ Мергенов, подойдите сюда. Слушай. Садитесь. Есть очень важное и очень опасное дело для вас. Готов выполнить, товарищ комдив. У вас сохранились документы офицера дикой дивизии? Нет, товарищ комдив, я их сжег. Очень жаль. О, это была моя большая ошибка. Мне казалось, я иду за народ воевать. А потом понял. Капиталистам помогал. Скажите, в каком полку вы служили? Кто им командовал? Полковник Савицкий. Савицкий? Этот полковник сейчас находится в Туркмении, вот здесь, и командует большим соединением белых. Ну вот вопрос. Знает ли он, что вы большевик и сражаетесь за советскую власть? Думаю, что не знает. Меня ведь ранили и отправили в тыл еще до революции. Хорошо, очень хорошо. Теперь вы понимаете, в чем дело? А? Кажется, товарищ комдив. Да вот что. У меня сохранилось... Георгий. Замечательно, замечательно. Я доложу о вас товарищу Фрунзе. Товарищу Фрунзе? Захватив большую часть Туркмении, белые банды двигались все дальше и дальше на восток. Итак, полковник Савицкий, здесь изложен весь план военных действий, разработанный нашим штабом и принятый вашим командованием. Я же прибыл сюда в качестве вашего советника. Прошу вас. Наступает решительный момент. Большевики накопили силы и переходят в наступление. Вашему отряду предлагается укрепиться в городе и ни в коем случае не допустить граждан через мост на эту сторону реки. Задача ясна, господин полковник. Все это, разумеется, совершенно секретно.
Разумеется. Кстати, господин полковник, по данным нашей разведки, правда еще не вполне уточненным, красные заслали к вам своего разведчика. Надо быть весьма осторожным. Поручик Мерген, позовите сюда Кадрханова. Слушаюсь. А этот поручик вполне надежный? Безусловно, надежный. Ручаюсь. Служил у меня в полку дикой дивизии. Безумной храбрости человек. Совершил такие подвиги, что сам генерал Корнилов произвел его из нижних чинов в офицеры. И вот опять пришел ко мне убежденный корниловец. О, такие люди нам нужны. Явился по вашему приказанию. Подойдите сюда. Вы, как всегда, плететесь в хвосте, Кадрханов. Господин Джонсон сообщил мне, что к нам переброшен красный разведчик. А у вас тишь да гладь. Господин полковник, если он переброшен и где-то здесь, то он будет найден и расстрелян нами. Предупреждаю, Кадрханов, если сведения подтвердятся и красный разведчик не будет обнаружен, вы ответите головой. Можете идти. Будет обнаружен. Подождите. Вот этот сейф с важными документами необходимо отправить в штаб под вашим личным наблюдением. Слушаюсь. Не внушает доверия мне этот человек. Да, тип. Ничего не поделаешь. Заменить его неким. Поручик, а что, если я вас назначу на место Кадрханова? Это для меня большая честь, господин полковник. Но у меня так мало опыта. Решите сначала ознакомиться с обстановкой. Разрешаю, но при условии, что вы одновременно понаблюдаете и за Кадрхановым. Разрешите? Господин полковник, мы подъезжаем в город. Сила идет, Трофим Данилович. Да, дело серьезное. Английские интервенты пожаловали. Кто это? Не может быть. Неужели Алты? Посмотри, Мердан. Он, Алты, Мергена, сын моего друга. Он. Неужели изменил? Смерть ему. Спокойно. Хороший ветер сегодня. Да, ветер что надо. Попутный. Давай. Позвольте мне от имени купечества
и интеллигенции приветствовать вас, наши дорогие спасители, по русскому обычаю хлебом и солью. Пресветлый посланец английского падишаха. И ты наш русский полковник. Мы знатные люди Туркмении, баи и мулы. Приветствуем вас на нашей земле и в знак нашего глубокого расположения просим принять эти скромные подарки. And gentlemen, дамы и господа, отныне вы можете спать спокойно. Большевики к вам не вернутся никогда. С сегодняшнего дня ваш покой охраняет могучий британский лев. Пупсик, Пупсик, перестань. Ну, успокойся. Опять большевики? Какой позор! Скандал! Нас хотят продать англичанам. Возмутительно. Молодцы, ребят. Ловко придумали, а? Праздничек испортили. Опять эти мерзавцы. Ужасно. Мамочка, успокойся. Что здесь написано? Смерть белобандитам. Оккупанты, убирайтесь вон. Это, господин полковник, рука большевиков. Они здесь? Они действуют? Дало интервентов. Смерть белобандитам. Хорошо. Верно. Ну как? Верно. Правильно. Отряд! За мной! Шагом! Арш! Алты Верген. Не толкайтесь. Я пою о дружбе песню верной и большой, и мне кажется, что вместе ты поешь со мной, ты поешь со мной. И как прежде на гутаре тихо вторишь мне, только где ты, славный парень, жив или нет? И как прежде на гутаре тихо вторишь мне,
где ты, славный парень, жив ты или нет? До свидания, Нияс. Эх, Леночка, любовь моя так широка, как море. И так же глубока. Факт. Песня просится из сердца в солнечную высь. Хорошо. Молодой дурак. Ах, как хорошо. Люблю, когда Андрей поет. У него так душевно получается. Правда, Наташа? Что? Я говорю, хорошо он поет. Ах, да. Андрей у тебя славный. Только немного анархист. Что ты, Наташа? Еще никто не знает, какой мой Андрей. Он такой настоящий, ласковый и такой смешной. Очень смешной. Наташа, что с тобой? Тебе нужно отдохнуть, слышишь? Даже одного не могу понять. Как ты мог с ними? Мы ведь с ним с самого детства. Пароход. А что это такое? Он такой большой, грузы возит и пыхтит. А, я знаю, это верблюд. Мать Алты и мои родители радовались нашей дружбе. А когда мы выросли, мы полюбили друг друга. Наташица. Наташа. Мы вместе ходили на демонстрации. А потом война, письма, письма, письма. В последнем письме из Петрограда он мне писал. Наташа, родная, скоро кончится война, мы увидимся, и тогда... Увиделись. Что же теперь будет, Наташа? Ах, если бы ты знала, как я его ненавижу. 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 Успокойся. Где ты, славный парень, жив ты или нет? И как прежде над ударе. Подождем, он здесь пройдет. Только где ты, славный парень, жив. Что ты задумал? Поймают, будет плохо. Он предатель. Атамирдан? Кто стрелял? Поручик, куда они скрылись? Вот туда. Ошибаетесь, поручик. Мне кажется, вот туда. Кажется? А мне только что прострелили шапку. О, мой Аллах! За мной!
А ну-ка дай листовку. Я ее наклею на будку. Погоди, Андрей заметит. У нас моряков говорят, держи в лоб урагану. Андрей! Сюда! Андрей, беги! Андрей, беги! Караул! На помощь! Сюда! За мной! Туда! Быстрей! Держи его! Хватай! Уйдет! Крепче держи его! Не пускай его! Увести! Что случилось? Вон там, бумагу приклеил. Солдаты, вы должны знать, как тяжело живется бедным дейханам. Всю свою жизнь они гнут спину на баев. Верно сказано. Молчи. Что верно? Да, ты читай. Читай. Револю. Да. Какая буква? Откуда мы букв не знаем? Что там у вас? Идем. Становись! Смирно! Вот, листовка. Вся земля и вода должны принадлежать народу. Ленин сказал, вы сами должны стать хозяевами своей судьбы. Откуда листовка? Это он. Большевик? Кто стоял на часах? А? Я, господин поручик. В карцер! На 6 суток! Есть. Где арестованный? Упустили? Поймать немедленно! Князь, прыгай! Чтобы этого Атамирдана гадюка укусила. И что ты ему сделал плохого? Видит Аллах, мы всегда жили в мире с соседом. Не надо, мама. Ну, успокойся. Ты мне рот не закрывай. Ты начальник над своими джигитами, а не надо мной. Ах, разве я мало слез пролила, когда ты был ранен на войне? Теперь нет покоя. Ничего. Как это ничего? Его опять чуть не убили. Успокойся, Джерен. Скоро великий Аллах всех этих нечестивцев покарает. И в твоем доме воцарится спокойствие. Дай Бог, дай Бог. Англичане помогут нам создать свою армию. И командовать ею будешь ты. Ты наш Алтыджан. Всех большевиков перебьем. И тогда-то уж... Простите, а где для такой армии возьмете людей? Эх, людей. Да, кстати, чем кончилась поездка в АКТП? Дважды я был в этом ауле. Призывал помогать англичанам. Ну и как? Помогут?
Эти неблагодарные натравили собак, закидали меня камнями. Натравили собак и закидали камнями? Вот так встреча. Чему ты радуешься? Чему? Тому, что вы легко отделались и живы остались. Спасибо, Алты. Да не за что. Спасибо, спасибо. Так вы говорите, они забросали вас камнями? Какие негодяи? Да покарает их Аллах. А Тамирдан подбивает народ, и они перестали слушаться. А нам нужны люди, продовольствие. Нужно воевать с красными. Мы давали вам оружие, а вы нам солдаты, и вот это. Кушайте, дорогие гости, ешьте. Извините, что по туркменскому обычаю. Это так оригинально и экзотично. О, да. Какой плов хороший. Верно? В Туркмении есть очень много хороший хлопок, шерсть, баран. Но у вас только нет хороший капитал. Мы дадим вам хороший капитал. О, ишь ты, куда метит, сукин сын. Даст. Приходи ко мне ковры покупать. Пойдемте, друзья. Алты нас поймет. Его отец был у Мирзы батраком и голодал, как и мы. Алты должен за нас заступиться. Идем. Пошли, пошли. Каких же пор терпеть, а? Надо же. Здравствуйте, начальники. Мы к вам пришли с великой жалобой. Кара Мирза и его друзья, баи, совсем замучили. Воды не дают ни капли. У нас все посевы высохли. Неблагодарные! Как вы посмели сюда явиться? Кадырханов, убрать их немедленно. Рахметбай, а ну быстро! Алты, почему ты молчишь? Ведь твой отец тоже гнул спину на Кара Мирзу. Не хочешь за нас заступиться? От кого же нам тогда ждать помощи? Уходите. Начальникам не до вас сейчас. Потом поговорим. Эх, Алты, продался этим белым. Кому ты служишь? Родине. Народу. Родине. Народу. Пойдемте, нам не о чем с ним говорить. Продался белый. Здесь влияние большевиков. Господин Кадырханов, до каких пор Лемчук и его компания будут на свободе? А как их обнаружить, Леонид Витальевич? Они в подполье. Надо объявить большой премией за поимку этого Лемчука и это Атамерданов. Лемчук? Не он ли был другом твоего отца? Не знаю. Вряд ли. Командование назначило награду за голову Лемчука и за поимку убийте газету! Командование назначило награду за голову
Пожалуйста, бери пекинский ковер. Хороший ковер. А вот лучший халат бери. Давай и этот. Первый сорт ковер бери. Давай. Это бери. Это... Фаэтон. Спасибо. Доволен будешь. А деньги? Потом сочтемся. Деньги? Пошел. Какой мерзавец, а? Кому кувшины, горшки? Эй, не протекают, не бьются, дешево продаются. Ай, товар. Хороший товар, лучший товар, дешево отдаю. Заходи. Наташа Джан. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ай, кувшин. Вот деньги, Ибрагим ага, спасибо. Спасибо и вам, заходите. Так что же будем делать, Трофим Данилович? Да, положение серьезное, товарищи. Чтобы помочь наступающей Красной Армии, нам надо неусыпно следить за врагом, срывать его замыслы, узнавать военные планы. А среди белых есть человек, который многих из нас знает в лицо. Вот какая штука. Он может выдать нас. Провалить организацию? Да. Надо его обезвредить. А может, с ним поговорить? Может, он... О чем говорить? Все ясно. Он уже со мной поговорил. Дрался. Какой негодяй. Товарищи, а что если этого поручика... Так не годится, Андрей. У нас другие методы борьбы. Эх, печки-лавочки, разве я не понимаю? Но ведь душа может не стерпеть. Это не партийно. Правильно, дочка. Но ты слишком волнуешься. Он не стоит этого. Возьми себя в руки. Хорошо, отец. Я постараюсь. Дешево продаются, подходи. Лучший товар, хороший товар, ай, кувшин, подходи. Мне нужен Лемчук. Я не знаю такого. Расходитесь, товарищи, быстро. Явка объявит. Пойдем поговорим. Мне с вами не о чем говорить. Пойдем. Ну? Будь спокоен, дочка. Прошу без шума. Не ветер ветку клонит, а да не дубравушка. Это мой компаньон, мастер Иван Карасев. Ты? Я, Трофим Данилович. Меня направил штаб Красной Армии. Пароль — особое поручение. Не ожидали? Скажите, Ибрагим ага, что случилось? Не беспокойтесь, ничего опасного. Явка остается прежней. А вот кувшины не бьются, дешево продаются. Сюда! Лучше, чтоб Наташа и другие не знали, кто я. Безусловно, безусловно. А за карты спасибо. Склады с оружием нужно захватить во что бы то ни стало. Оружие необходимо вот как. А теперь, Трофим Данилович, постараюсь сделать главное. Достать их план военных действий. Якши,
Желаю успеха. Где Тамирдан? Вон там. Иди, он ждет. Здравствуй, Атаага. Здравствуй. Я от Лемчука. Вот тебе от него записка. Здравствуй, друг. Здравствуй. Атаага, нужно постараться захватить оружейные склады до отправки оружия на фронт. Вот тебе карта и подробный план. За план спасибо, а карта нам не нужна. Природа, вот наша карта. Мы с дочкой знаем здесь каждую тропинку, каждый бархан. А когда-то по этим местам мы проходили с моим другом Эргеном, отцом Алты. Алты? Это тот офицер, который у англичан? Он не был еще офицером. Просто босоногий мальчишка, который так любил сидеть на моих плечах. Эх, да что говорить. Чары, люди готовы? Готовы и ждут приказа. По коням. Ага! Джигиты! По коням! О, всемогущий Аллах, будь милостив. Зайди к нам. Милосердный Аллах, сохрани моего единственного сына и дай ему счастье и здоровье. Алты. Ой, ой. Кара, ты так поздно? Я по делу. Ага. Алты дома? Нет, а что? Я пришел предупредить. Ему грозит опасность. Опасность? Спаси Аллах и помилуй. Откуда? Его собирается убить Лемчук. А уж этот-то не промахнется. Лемчук? И он не один. С ним целая шайка большевиков. Аллах милостивый, что мы плохого сделали? За что они хотят убить Алты, моего сыночка? Мой покойный муж и Лемчук всегда были добрыми друзьями. А Тамирдан тоже был другом. Как же теперь быть? Чтобы помочь Алты, надо узнать как-нибудь, где проживает этот Лемчук, у кого. Я не знаю, где он сейчас живет. Но один раз я его видела у лавки Ибрагима. Ибрагима? Это который торгует горшками? Да, и там же я встретила его дочь. Я узнаю у нее, где он живет. Аллах, да светится имя твое. Я пойду. Не беспокойся, Джерен, все будет сделано. Пусть будет так. Ты бы поберегся, сынок. Знаешь, что сказал Кара Мирза? Лемчук грозится тебя убить. Не верь, мама. Это все выдумал Кара Мирза зачем-то. Мам, не беспокойся. Лемчука давно нет в городе. Как это нет в городе? Уехал. Я его собственными глазами видела у лавки Ибрагима. И Наташу тоже. И ты об этом сказала Кара Мирзе? Сказала, ведь он обещал тебе помочь. Мама.
Что ты наделала? Понимаешь, что ты наделала? Ну зачем ты ему сказал? Я хотела спасти твою жизнь, сынок. Боже мой, боже мой. Подожди, беги! Скорей! Держи его! Хватай! Господин Лемчук, не правда ли прекрасный вечер? Наташа! Тебе мало. За мной пришел. Наташа, когда-нибудь я объясню тебе все. А сейчас прошу передать эти важные документы в штаб Красной Армии. Наталка, поверь мне, я тот же. Твой Алты. Трофим Данилович знает все. Не веришь? А я так ждал нашей встречи. Наташа, родная. Так поэтому ты привел свою тень. Подлец. Скажи, ты не видел женщину? Видел. А куда она пошла? Вот туда. Туда? Странно. Мне показалось прямо. Показалось? Ты что, не доверяешь мне? Вы уверены, что это была дочь Лемчука? Ручаюсь головой. Но так же, как тогда с Атамерданом, Мергенов обманул меня. Ну, уже это ерунда. Ведь Мердан стрелял в него. Какой же смысл было спасать Атамердана? Не верится. Впрочем, продолжайте следить за ним.
Твой сын Алты предал моего лучшего друга Лемчука и других. Их белые не помилуют. Не виноват, Алты, это я. Помочь хотела сыну, сделать все как лучше. Ах, зачем я поверила этой змее Карамиши? Что же мне делать? Атага? Ну, здравствуйте. Ты, изменник, готовься к смерти. Твой сын предатель. Я не предатель, а ваш друг. Но меня ты не обманешь. Теперь я могу убить тебя. Ну вот. Возьми, Атага. Нам надо с тобой поговорить. Пройдем туда? Сынок. Не бойся. Вот этот пакет нужно доставить в штаб Красной Армии. Тут важные документы. В штаб Красных? И срочно. Алты, значит... Спасибо, Алтыджан. Желаю тебе успеха. Ты с ними? Боже, какая опасная у тебя работа. Не горюй, Наташа Джан. Отец все сделает, чтобы освободить из тюрьмы наших товарищей. Это почти невозможно, Гульджамал. Кажется, отец. Что ты узнал, отец? Живы они. Можно их спасти. Постараемся. У белых работает наш человек. Он будет держать связь с нами и сообщит, когда надо действовать. А сейчас этот пакет надо срочно доставить в штаб Красных. Хорошо. Откуда у вас этот пакет? Этот? А что? Я видела точно такой в руках Алты. Вполне возможно. Вы убили его. Наташа Джан, разве можно убить своего лучшего друга? Он... Что он? Наш. Вот и сегодня не дают нам воды. Жаждой хотят извести негодяев. Недаром туркмены говорят, вода дороже золота. Да чего правильно. Вода. Что-то долго нет Ибрагима. Дядя Ибрагим! Что же это? Осторожно. Осторожно, вот так. Давайте сюда. Тихонько. Поднимите. Вот так. Так держите. Прикладами били.
Все выпытывают, где остальные мерзавцы. Печки-лавочки. Одно мне непонятно, Трофим Данилович. Вот они и смываются над нами. А зачем? Неужели они думают, что мы будем им пятки лизать перед смертью? Вот ты говоришь о смерти, Андрей. Неприятная эта штука. Я голосую против. Но если придется умереть, то умри так, как умер Полторацкий. Как умерли наши бачинские комиссары. Умри, смотря прямо в глаза смерти. Вот такая штука. Подлецы! Шакалы! Красная армия придет, она вам покажет! Кто кричал? Я кричал. 5 суток карцера. Андрей, зачем ты это? Ничего не ясно. Ты сколько просидел в карцере? 10 суток. А я только 5. Нужно честно, чтобы было поровну. Такие вещи не забывают. Да, поручик, если мне удастся узнать у Ремчука, где скрывается красный разведчик, не хвастаясь, могу сказать, это будет равносильно победе в самом большом сражении. За такую операцию, Кадырханов, должны орден дать. Но предупреждаю, Ремчук опасный противник. Верно. Но сейчас он в моих руках. Желаю успеха. На допрос. Садитесь. Левчук, у вас сейчас есть полная возможность принести пользу не только себе, но и своим товарищам. Интересно. Небольшая услуга. Вы должны сообщить нам сведения о красном разведчике. Так. Командование гарантирует вам свободу и свободу вашим друзьям. Ага. Вы будете обеспечены до конца ваших дней. Союзники позаботятся об этом. Что? Разговор, разумеется, останется между нами. А вы согласились бы на моем месте, Кадырханов? Конечно! А я нет. Да вы и сами не верите, что я пойду на эту грязную сделку. Я же не вы. Наглец! В моем лице вы оскорбляете туркменский народ. Ну, какой вы туркмен, Кадырханов? У вас только фамилия осталась туркменская. Воспитывались вы в Турции. Потом околачивались при царском дворе в Петербурге. А теперь в лакеях у англичан. Вот какая штука. У меня к вам больше нет вопросов. Зато у меня есть. Раздевайся. Что?
Руки вверх! Раздевайся живо, ну! Во дворе в калитку направо. Скорей. Где? Лемчук. Где Лемчук, я спрашиваю? Упустил его? Что ж, пригласить Савицкого, чтобы он на тебя полюбовался. Ах, только не это. Ради Бога. Я тебя умоляю, не зови его. Нет. 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 Пропал. Пакет пропал. Я вас предупреждал. Это работа красного разведчика. Об этом пакете знали только двое. Кадырханов и Мергенов. Который же из них? Если один из них, то, безусловно... Разрешите? Да-да. Рахмет бай. Будьте наготове. Нам надо серьезно поговорить с вами, поручик. Я готов. Положите на стол оружие. Странные вещи у нас происходят, поручик. Наши тайны становятся известными врагу. Кто-то сообщил партизанам расположение наших складов оружия, и, наконец, исчез этот важный пакет. А вас видели с какой-то женщиной, чуть ли не с дочерью Лемчука. Это что, господин полковник? Допрос? Понимаете, как хотите. Я жду ответа. У нас творятся странные вещи. Но вы знаете еще не все. Я вынужден огорчить вас. Только что главарь большевистской организации Лемчук сбежал. Лемчук? Как это случилось? Его Кадырханов упустил. Все было как по нотам разыграно. Можете сами взглянуть, в каком он сейчас виде. Где он? У себя в кабинете. Как жаль, что этот негодяй убежал. Мы бы его расстреляли. Сегодня ровно в 10 назначен расстрел всех арестованных большевиков. В 10 ровно. А что? Что с вами? Я подумал, до расстрела есть еще время.
Час. Лемчука еще можно схватить. Это было бы очень хорошо. Да. Какой подлец! Черт знает, что такое! Упустить такую птицу! Сидит в неглиже и плетет какую-то чепуху. Театр! Вы правы. Тут несомненная инсценировка. Я приказал арестовать его и отправить в тюрьму. Я так и знал, что Кадырханов разведчик. Вот так. Атага! Поднимай скорее людей! Что случилось? Быстрей! Надо спасать наших товарищей! Огонь! Огонь! Пора кончать. Сейчас. Рахмет бай. Приступайте. Слава Богу. Да будет 1000 раз славен Аллах. Господа, покорность прошу пожаловать ко мне. Отужинать. Прошу. Прошу. Пожалуйста. До боли в сердце. Жаль, товарищи. Чтоб их спасти, отдал бы жизнь. Поздно. Я не смог разгадать ход врагов. Предупредить наших вовремя. Прочь уныние. Прочь. Надо драться с врагом. До конца. До победы. Мы отомстим за вас, товарищи. Отомстим и победим. Пакет передан в штаб Красной Армии. Наташа? Да, милый. Наташа Джан? Я все знаю, родной.
Наташа. Красная армия перешла в наступление, товарищи. Наша задача — не дать врагу разрушить мост и железную дорогу. Запомните, друзья, оборонять мост мы должны до последней капли крови. Вот такая штука. Получайте оружие, товарищи. Это винтовка от Амирдан Присадович. Спасибо. Хорошо стреляет. Сам Спасибо видел. за подарок. Спасибо от Амирдану за все оружие. Вооруженные рабочие заняли мост. Приказываю, немедленно весь полк на коней, и чтоб ни один из них не ушел от ваших сабель. Да. Не уйдут. По коням! К мосту на врага! По коням! По коням! По коням! По коням! Стой! Остановитесь! Подождите! Солдаты! Слушайте меня! Что? Савицкий отдал приказ немедленно выступать. Сейчас решающий момент. Охоля! Отставить! Я отменяю приказ. Я доложу Савицкому, что вы отменили его приказ. Солдаты! Вас посылают против своих... Отец? Отец, что случилось? Несчастье, сынок, большое несчастье. Наш дом разграбили, аул подожгли, брата убили, а мать с горя умерла. Умерла? Последнего барана убили, изверги. Да что ты, отец? Проклятые. Разграбили аул, ничего не оставили. Что? Что? Остановил полк? Арестовать. Немедленно арестовать. В случае сопротивления тут же расстрелять. Вот он, красный разведчик. Отец, кто это сделал? Красные? Нет. Вот кто. Икара Мирза. Арестуйте его. По приказу Савицкого арестовать его. Попробуйте. Рахмет-бай. Живо! Смерть убийце! Ты поднял руку на офицера? Смерть! Арестовать обоих! Не выйдет. Прочь отсюда! Опирайся! Оружие к бою! К бою оружие! Стрелять! Товарищи солдаты, стойте! Солдаты! Настал час самим решать судьбу. Разве вы мало страдали от баев? На чьей стороне вы будете? На стороне грабителей, баев и палачей? Или на нашей стороне, вместе с большевиками, Лениным и народом? Кто с нами? За мной! Смотрите! Будя, послушали баем, а теперь народу. За мной!
Где они? Черт знает, что такое. Враги! Встретим. Приготовились к бою! Бою! Это Алты! Алты? Подкрепление к нам! Вперед, товарищ! Ну вот и я, здравствуйте! Алты, дорогой! Молодец! Дало этот наряд! Вот так! Командир артиллерийского дивизиона Савицкий, приказываю занять огневые позиции у моста. Оборону противника уничтожить. Огонь! Огонь! Наташа Джан, ты жива? Кажется. Живы. Живы, Трофим Данилович. Артамирдан, надо заставить замолчать батарею врага. Будет сделано. Хорошо, еще несколько минут и все кончится. Почему замолчала артиллерия? Почему? Не могу знать. Господин полковник, партизаны обошли батарею, захватили пушки. Что? Немедленно бросить все резервы, двинуть бронепоезд,
Взять мост во что бы то ни стало. Слушаюсь. Прощайте, друзья мои. Прощайте. Наташа. Отец. Дочка, не плачь. Не плачь. Умереть в бою за народ — славная смерть. Отец. Держите мост. Отец. Отец. Эх, вражеский бронепоезд идет. Шайтан! Что же делать? Надо ему преградить путь. Скорей к мосту, товарищи, к мосту! Скорей! Прощайте, друзья. Счастливо, Наташенька. Я пойду с тобой. Нет, оставайся, дорогая. Наташа! Нельзя, Я пойду. Наташа, погибнешь. Останься! Чума! Я пойду! Ура!
Полковника Джонсона! Господин полковник, здесь полная катастрофа! Паника! Бегут! Ваши части покинули позиции! Нужна ваша помощь! Потом? Когда же потом? Я требую... Что? Куда мне идти? Ко всем чертям? Ну уж знаете! Алло! Стойте! Подлецы! Назад! Перестреляю всех! Всех перестреляю! Пропустите, господа! Мне нужно немедленно поговорить с господином полковником. Как же так? Вы нас оставляете у большевиков. Вы обещали. Господин полковник, умоляю, возьмите меня с собой. Не могу, господа, не могу. Мы только сторонний наблюдатель. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Скорее! Отправляйте! Скорее! Отдайте мою собачку! Эй! Деньги давай! Деньги, говорю, давай! Мои деньги! Деньги, говорю, давай! Мои ковры! Деньги или ковры? Отстань! Отстань от меня! А, теперь не уйдешь! Мои ковры! Мои ковры! О, попался Кара Мирза. Пришел тебе конец. Не надо. Его будет судить народ. Негодяй. Идем. Наташа. Не надо, милый, не надо. Ваше, товарищ комдив, поручение? Спасибо. От всего Закаспийского фронта спасибо вам, товарищ Мергенов. Добытые вами секретные сведения принесли нам большую пользу. Товарищ Фрунзе просил передать вам его личную благодарность. Спасибо. Вам большое спасибо. Товарищу Ленину спасибо. Мы теперь разобьем всех врагов. И на нашей земле будет счастливая жизнь. Верно я говорю? Верно, Алты.
На нашей земле будет счастливая жизнь. Обязательно. А за общее счастье, отдали свою жизнь. Трофим Данилович, Лемчук, Андрей, Нияз, Ибрагим, Лена и другие, мы их никогда не забудем. Они будут жить вечно в наших сердцах. Будут жить вечно.